Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. К Нему мы взываем и просим у Него помощи и прощения. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и пагубности наших дел. Того, кого наставит Аллах, никто не собьет. А тому, кого Он сбил с прямого пути, не будет наставника. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища. Он превыше того, чтобы иметь себе равного, похожего и подобного себе. Я также свидетельствую о том, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, да благословит его Аллах и приветствует, а также его пречистых домочадцев и благородных и достойных сподвижников. И да пребудет благословение над ними, пока вспоминают его праведники в молитвах, и пока день сменяет ночь. Мы просим Его сделать всех нас из числа праведных людей Его уммы и собрать нас в судный день в Его окружении. А затем, уважаемые братья, поистине наш Всевышний, великий Господь, сказал нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «По милости Аллаха, ты был мягок по отношению к ним». После этого Всевышний Аллах сказал: «А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, они непременно покинули бы тебя». Затем Всевышний Аллах направил его к благонравию и тому, как следует общаться с людьми, сказав: «Извини же их и попроси для них прощения, и советуйся с ними о делах». Аллах, свят Он и велик, разъяснил ему, что несмотря на высокое положение пророка, на его статус господина приближенных к Аллаху людей, аулия, и печати всех пророков, и того, что в судный день он окажется впереди, как господин сынов Адама, он ни в коей мере не избавлен от необходимости благонравного отношения к людям. Всевышний Аллах похвалил нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: «Поистине ты великого нрава». Когда Аишу, да будет доволен ею Аллах, сын ее сестры, Урва ибн ас-Зубейр, спросил о нраве пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она ответила: «Ты разве не читал Коран?» Он ответил: «Конечно, читал». Тогда она сказала: «Его нравом был Коран». А смысл этого в том, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал слова Аллаха: «Творите добро, ведь поистине Аллах любит творящих добро». Он проявлял и творил добро по отношению к старому и малому, богатому и бедному, проявлял благочестие к мусульманину и кафиру, свободному и рабу. Творите добро, ведь поистине Аллах любит творящих добро. Когда он читал в Коране слова великого Всевышнего Аллаха: «Говорите людям благое», он разговаривал, используя лучшие слова и выражения. Она сказала: «Его нравом был Коран». Во многих хадисах пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснял, что если многочисленные молитвы и посты и приближение к Всевышнему Аллаху не оказывают влияния на твой нрав, не прибавляют тебе доброты в общении с людьми, не препятствуют тому, чтобы ты причинял им вреда, ты не достиг главной цели своего приближения к Аллаху и ибадата. В муснаде имама Ахмада приводится, что пророку, да благословит его Аллах и приветствует, рассказали о женщине, которая много постится, молится и поклоняется своему Господу. Но потом ему сказали: «О посланник Аллаха, однако она наносит вред соседям своим языком». Женщина много молится, много постится, много поклоняется. Однако эти обряды поклонения не оставляют свой след на ее поведении. Она наносит своим соседям вред языком. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Она будет в огне». Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постоянно учил своих сподвижников тому, что благонравие человека – это один из символов ислама. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, какое качество больше других будет заводить людей в рай, он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: богобоязненность и благонравие. Также, когда у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, какое дело будет самым тяжелым на весах раба в судный день, он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: нет ничего более тяжелого на весах раба в судный день, чем благой нрав. Рассказывая нам о самом счастливом человеке в судный день, о том, кто окажется ближе всего к нему, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, самые любимые из вас для меня и самые близкие ко мне в судный день – это те, кто наиболее благонравны, которые мягки в своих отношениях, которые дружелюбны к людям сами и любимы ими». Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, добавил: «И нет блага в том, кто недружелюбен и не любим другими. Грубый, жестокий, который не находит общего языка с другими людьми и не желает того, чтобы люди были с ним дружелюбны, в таком человеке нет блага». Обращая наше внимание на то, что благонравие возвышает раба в этой жизни и в будущей, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Поистине, благодаря благонравию, человек может достигнуть положения, постоянно постящегося днем и молящегося ночью. Если люди опередили тебя своими постами и ночными молитвами, совершай то же самое, если сможешь, и прибавь к этому благонравие в отношениях с людьми. Поистине, благодаря благонравию человек может достигнуть положения постящегося днем и молящегося ночью. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постоянно напоминал об этих достоинствах. Объяснял своим сподвижникам, что благодаря своему поведению вы сможете добиться расположения людей. Благодаря своему поведению вы сможете призывать людей к исламу. Благодаря своему поведению вы будете жить счастливо со своими женами и даже со всеми членами вашей семьи, и в том числе с родителями, детьми, братьями и сестрами. С помощью своего благонравия вы сможете завоевать сердца всех людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я обещаю дом на краю рая тому, кто оставит спор, даже если он прав». Затем он сказал: «Я обещаю дом в середине рая тому, кто оставит ложь даже в шутку». Потом он сказал: «И я обещаю дом на вершине рая тому, у кого благой нрав». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обрадовал благой вестью тех, у кого благой нрав, домом в таком возвышенном месте. «Я обещаю дом на вершине рая тому, у кого был благой нрав». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда избирал из своих сподвижников самых благонравных, чтобы поручить им какие-то дела. Он, да благословит его Аллах и приветствует, послал Муаза, да будет доволен им Аллах, в Йемен. Муаз, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Я ехал на верховом животном, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, шел рядом со мной, провожая меня в Йемен». В душе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было чувство, что эти годы будут последними годами его жизни. Поэтому он, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к сподвижникам с наставлениями, как будто бы прощался с ними. Муаз рассказывал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: „О Муаз, ты придешь к людям из числа людей Писания“». И он стал перечислять ему свои заветы по поводу них. Потом Муаз сказал: «После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: „О Муаз, наверное, ты не встретишься со мной после этой нашей встречи. Быть может, о Муаз, это твои последние взгляды на меня. Эти шаги – последние шаги со мной. Этот голос, который ты слышишь сейчас, может быть последние слова от меня, которые ты услышишь в своей жизни. О Муаз, наверное, ты не встретишься со мной после этой нашей встречи». Муаз сказал: «И самое последнее, что мне завещал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, были слова: „Будь благонравным по отношению к людям“». Ты пойдешь к людям, некоторые из которых поклоняются идолам и истуканам, некоторые из которых придерживаются учения Писаний, как иудеи и христиане, некоторые из них мусульмане. О Муаз, завоюй сердца всех этих людей своим благонравием». Муаз сказал: «И самое последнее, что завещал мне пророк, это слова: „Будь благонравным по отношению к людям“». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал, чтобы человек улучшал свои нравственные качества и свою обходительность, и начинал с самых близких к нему людей, чтобы он начинал практиковать это на близких людях, а потом на всех остальных. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшие из вас те, кто лучше всего относится к своей семье». То есть, лучшие из вас, те, кто занимает наиболее высокое положение, это те, кто лучше всего относится к своей семье. А потом пророк сказал: «Я лучше вас отношусь к своей семье». Поэтому лучший из вас к своей семье тот, кто много улыбается своим домочадцам, кто добр в общении с ними. Лучший из вас – это тот, кто претерпевает неприятности, исходящие от его семьи, кто поворачивает от них свою злость, кто щедр с ними. Лучшие из вас – это те, кто лучше всего относится к своей семье. Удивительно то, что в наше время ты можешь увидеть человека, который добр к своим друзьям, коллегам или начальству. А если ты посмотришь на его отношения с женой, отношения с сыновьями и дочерьми, или, может быть, даже со своим отцом и матерью, ты увидишь, что он скверен в поведении с ними, не сдерживает свое зло, не добр, не снисходителен, не скрывает своего гнева. Он относится к ним далеко не так, как относится к своим друзьям и коллегам. Как он может поступать так, если он слышал слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Лучшие из вас, те, кто наилучшим образом относится к своей семье». Наиболее достойные твоего благонравия люди – это твоя семья, с которой ты живешь вместе. Ислам, о мусульмане, завещает нам то, что сохраняет наши сердца в чистоте.
прививает нам взаимную любовь и симпатию. Всякий раз, как человек будет любим другими людьми, Аллах поднимает его положение среди них, поднимает его на более высокую степень перед ним. Поистине твоя улыбка в лицо своего брата, твоя доброта к нему, удержание от него своего зла, когда ты выбираешь в разговоре с ним лучшие выражения, все это способствует получению великой награды от Аллаха еще до того, как произведет впечатление на твоего брата. Поэтому ислам запрещает нам некоторые вещи, чтобы наши сердца оставались в согласии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть никто из вас не перебивает торговлю своему брату». Почему? Например, если ко мне придет человек, чтобы что-то купить, и я стану описывать ему свой товар. В этот момент другому продавцу не разрешается вмешиваться и говорить: «Я продам тебе дешевле». Это запрещено, потому что это расстроит дружбу между мной и этим другим продавцом. Ислам учитывает это и запрещает, даже если я продаю дороже, чем тот второй, чтобы не разорвать отношения и взаимную любовь между братьями. Пусть никто из вас не перебивает покупку своего брата. Пусть никто из вас не перебивает продажу своего брата. Пусть никто из вас не сватается к девушке, перебивая сватовство своего брата. Все эти запреты направлены на то, чтобы сердца мусульман оставались сплоченными. Удивительно, что некоторые люди, о мусульмане, не знают, что можно завоевать сердца людей тем, что намного проще и ближе, чем то, что совершают они. Улыбкой, добротой, сдерживанием всего плохого, благими речами в разговоре с ними, приятным общением с ними. Всем этим они смогут завоевать их расположение. И Аллах возвысит их степень. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уделял этому большое внимание. Поэтому он много раз взывал к Аллаху со словами: «О Аллах, приведи меня к наилучшим словам, делам и нраву». Удивительно, что он взывал к Аллаху с такими словами, в то время как наш Господь восхвалил его и сказал о нем: «Воистину, твой нрав превосходен». Да, он знал это, но он желал еще большей милости и благодати от Аллаха. Он говорил: «О Аллах, приведи меня к наилучшим словам, делам и нраву. Ведь не приводит к лучшему из них никто, кроме Тебя, и отдали меня от худшего из этого, ведь никто, кроме Тебя, не отдалит от этого меня». Однажды, когда у Абдуллы ибн аль-Мубарака, да помилует его Аллах, спросили о благонравии, он ответил в двух словах: «Запомни же их». Он сказал: «Благой нрав – это простая вещь, приятное выражение лица и мягкие слова. Благой нрав – легкая вещь, это приятное, улыбающееся лицо и мягкие слова. То есть этот человек добр к людям». Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он привел нас к лучшим словам, делам и нраву. Ведь не приведет к лучшему из них никто, кроме Него. О Аллах, отдали от нас худшее из них, ведь никто не отдаляет от этого, кроме Тебя, о Господь миров. Скажите то, что слышите, и просите прощения у великого Аллаха за все грехи. Просите Его о прощении и кайтесь перед Ним, ведь Он прощающий милосердный. Хвала Аллаху за Его благо и благодарность Ему за все милости. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища, возвеличивая Его положение. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, призывающий к Его довольству, да благословит Его Аллах и приветствует Его семью, братьев, любимых Ему людей и тех, кто идет по Его стопам и следует Его учению вплоть до судного дня. А затем, уважаемые братья, кто поразмыслит о жизненном пути посланника Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует, увидит, что посланник Аллаха начинал общение с людьми с благого поведения. Он улыбался им, был добр с ними, шутил. Несмотря на это, он терпел исходящее от них зло, если оно причинялось ему. Бывало, к нему приходил бедуин, тянул его за накидку так, что она оставляла след на его шее, а он, да благословит его Аллах и приветствует, не гневался на него за это. Бывало и так, что приходил другой бедуин и мочился прямо в мечети, однако пророк общался с ним мягко. Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел Муавия ибн аль-Хакам и по невежеству начинает разговаривать во время намаза. Но после этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отнесся к нему с пониманием. Пророк шутил с бедняками и неимущими, был добр к ним и поддерживал их, несмотря на свое высокое положение. Пророк начинал общение с людьми благим нравом и терпел их зло, если ему, да благословит его Аллах и приветствует, причиняли его. Мы просим Всевышнего Аллаха наделить нас благим поведением во всем, что мы совершаем и что мы оставляем. И я прошу Аллаха защитить нас от плохого нрава, скверных дел и плохих слов. О Господь миров!
О Аллах, мы просим Тебя всякого блага, скорого и последующего, того, которое мы знаем и не знаем, и прибегаем к Тебе, о Господь наш, от всякого зла, скорого и последующего, того, которое мы знаем и не знаем. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависть и зависть к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты сострадательный, милосердный. О Аллах, мы просим Тебя исправить положение мусульман по всей земле. О Аллах, приведи в порядок их положение на земле Шама. О Аллах, укрепи их стопы, объедини их слово и помоги им против того, кто несправедлив к ним. О сильный, о могущественный. О Аллах, приведи в порядок состояние наших братьев в Египте. О Аллах, поставь над ними лучших из них. О Аллах, исправь положение наших братьев в Ираке, Йемене и по всей Твоей земле. О Господь миров, о живой, о поддерживающий жизнь, о обладатель величия и почета. О Аллах, приведи в порядок положение наших братьев в Палестине и Газе. О Господь миров, о Аллах, наставь нашего правителя на то, что Ты любишь и чем Ты доволен. О Аллах, наставь его на Твой прямой путь и сделай его дела такими, какими Ты будешь доволен, а также дела всех остальных правителей мусульман, о обладатель величия и почета. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима, и не спошли свои благословения на Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты не спаслал их на Ибрахима и семью Ибрахима. Поистине Ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.